Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. І музычная рубрика «Такога вы не чулі», натуральна. Сёння мой госць, гэта Ігор Геймгейт з Санкт-Петербургу, і ён прадставіць праект 8-бітнай музыкі. Праект называецца Геймгейт таксама. Да, здравствуйте. Вы зразумелі ўсё, што я вам кажу? Что? Так, тогда перехожу на русский язык. Что такое 8-битная музыка? Давайте начнем с этого, потому что я думаю, что не все слушатели Еврорадио это знают. Угу. Так, начнем с того, что, наверное, нет такого вообще понятия 8-битной музыки. Это, скорее всего, ну, я так думаю, по крайней мере, что 8 бит — это графика вообще, с помощью которой... Вот. Это данная музыка, которой я занимаюсь, это я делаю музыку вот на данных штуках, это называется геймбой. Вот это раз геймбой, два геймбой, 3 геймбой, вот на них всех я что-то делаю. И, собственно, внутри этих геймбоев есть специальные картриджи, в которых есть формы волн, с помощью которых воспроизводится то, что я ввожу в программу, а через программу передает на чипы. Я не знаю, ну то есть на самом деле... Ну, это вы программируете сначала на компьютере, а потом... Нет, здесь все. Здесь, уже даже так. да, здесь сразу же все. То есть это вообще на самом деле геймбой 89-го года выпуска. DMG 01, самый первый. Кирпич называется в народе. Вот, и, собственно, эта музыка называется чиптюн. То есть, ну, как бы 8 бит — это такое более обширное понятие, а так вот это чиптюн, музыка чипов, то есть с помощью чипов делается. А вот я читала в пресс-релизе, который мне прислали, да, что вы начали делать подобную музыку еще в 2010 году, живя в Екатеринбурге, но вынуждены были уехать из родного города, поскольку такая музыка была не всем интересна. То есть все-таки Екатеринбург — это по-прежнему столица рока и рэпа. И рэпа, и никуда от этого не деться. Да, да, ну, это, как сказать... Екатеринбург очень многогранный город в плане музыки, но есть, конечно, такие вещи, которые для всех. А есть музыка, которая, ну, наверное, в определенный период была вообще непонятной. Нет, она... Есть люди, которые ценят, но их там очень мало, но при этом как-то, я не знаю, ну, на широкие уши такую музыку сложно вывести. Ну, я думаю, это вообще проблема любой необычной музыки, что будет все равно мало слушателей, как бы ты не старался ее популяризировать. Ну да, ну, как сказать, я думаю, что все может и по-другому сложиться, потому что я видел такие изменения в музыке, которые, ну, как бы я даже сам не ожидал, и думаю, что и с чиптюном может произойти то же самое. Но вы переехали в Питер, и там, я так понимаю, больше слушателей. Ну, там посвободнее в плане культуры, так сказать, и люди более такие свободные, открытые, и вот им показываешь, им все интересно, а когда с геймбоем, я первый раз геймбой показал своему другу, он попросил меня убрать его, потому что ему было стыдно со мной находиться, и говорит, что за фигня у тебя такое, жесть. И музыка, он мне объяснял, что 8 бит — это уже какое-то ограничение, не ограничивай себя, но в целом, мне кажется, он изначально понимал вот эту тему. Ну, как-то, не знаю, возможно, я с ним согласен в том плане, что есть ограничения в этой музыке определенные, но мне кажется, что в любых ограничениях можно всегда какую-то свободу найти. И как бы вот среди вот этих вот 4 каналов, которые здесь есть, кстати, нашли 5-й канал каким-то образом, я не знаю, как они там это сделали, но в целом я видел что-то на Ютубе, там какие-то ролики, но неважно, просто сам факт, то, что внутри этого всего я чувствую себя комфортно. То есть у меня нет такого, что вот... Не, на самом деле... Стали приходить такие вещи, что вот второй бы геймбой, вот если я на одном геймбое могу часть трека написать, и часть трека на втором. Получается 4 тут канала, 4 там, и уже как бы инструментов больше, и можно богаче звук делать гораздо. Ну, а нет желания подключить к ним еще и живые инструменты, или вы с этим экспериментируете? Я недавно слышал
человека, который играл 8-битную музыку под скрипку. Меня очень сильно вдохновило, на самом деле. Я что-то даже подумал. Вообще, на самом деле, я шел по улице как-то в Петербурге и также делал музыку. Просто я, на самом деле, хожу вот по Питеру, допустим, в наушниках, и как бы делаю треки Ну свои. да, очень удобно. Да, и ко мне подбежал человек, спрашивает, что это у тебя такое в руке. Я ему рассказал, показал. Он говорит, а я вот барабанщик, уже много-много лет ищу для себя что-то новое. Давай попробуем. И я, кстати, такой, да, я хочу с барабанами это совместить. Очень крутая идея. Вообще с живыми это куда более шире звук, конечно, само собой. Ну и какая-то вот энергетика более будет сильная, мне кажется. Давайте тогда прямо сейчас перейдем к прослушиванию. Да, трек я сейчас для себя такой, ну, как сказать, я раньше делал быструю музыку такую, ну, ту-ту-ту-ту, а сейчас стал делать музыку такую, чтобы... Ну, сейчас просто рэп, там всякое вот это вот на поверхность выскочил, и я подумал, что было бы неплохо делать трап с геймбоя. То есть трап — это такая музыка, там, не знаю, локтями надо танцевать под нее. И трек называется «Музыка для драки с братом». С младшим. Я не знаю, ну, просто мы, когда мелкие были, часто подушками дрались. Не знаю, мне такое вот... Он такой забойный тречок, я думаю, что стоит его. Но, кстати, его нет в сети. Все. Такого ви не чули? Геймгейт Санкт-Петербургу, проект, який зараз ви і почуєте. Европейское радио.
Такого вы не чулі. Музычная рубрика на Еўрарадыё. И сегодня у нас гость Санкт-Петербургу, проект GameGate. Ну, да, очень необычно на самом деле. Но это же электронная музыка тоже, Да. как разновидность электронной музыки. Да, это скорее, как бы, ну, как мы еще ранее говорили о том, что есть 8-битная музыка. На самом деле это... Я сейчас вам сыграл не 8-битную музыку, а скорее трап сквозь призму чипов геймбоя. То есть это как бы вот так вот сказать. Ну, больше, наверное. Мне больше так нравится, на самом деле, чем... Может быть, это и не так кто-то скажет, но мне так больше просто нравится. Вот и все. Много людей в мире занимается чем-то подобным? Ну, в России нет, и в Беларуси нет, но в других странах, конечно, для этой культуры, ну, как-то больше, чаще что-то делают. Ну, в России, например, уже редко что-то делают. Здесь, раньше у вас были здесь достаточно, как я понял, ну, здесь человек местный, вот этим, кто занимался этим, он рассказывал, что здесь даже по 300, там, по 400 человек. Нет, ну, 400, наверное, он преувеличил, но я думаю, 300 человек могло быть, наверное. Да и в Москве было такое, что даже людей некоторых не пускали. Ну, что пришлось народ на улице оставить. Ну, я думаю, что да, достаточно. Просто есть люди, которые это афишируют, есть, которые для себя купили там вот этот вот геймбой, картридж специальный, и все, и делают там где-то себе в стол. Ну, это как и любой музыкой, как бы, в принципе. Но вообще направление это развито где-то, ну, в Японии хорошо. Ну, я замечал, что есть какие-то определенные представители, их очень мало, и они всю эту нишу, так скажем, заняли, и новичков очень редко, как бы, я вижу в афишах на подобные вечеринки. А вы часто даете концерты вот с этим проектом? Ну, так, хотелось бы чаще, ну, достаточно часто вообще, ну, по сравнению с другими, например, исполнителями, кто делает такую музыку. А кто ваш слушатель и зритель? Кто танцует под эту музыку? Взрослые, дети. То есть заметил, что детям стала нравиться такая музыка, подрастающему поколению. Они как-то... Вот в таком стиле, вот то, что они как-то вот прямо... В Москве на мой концерт пришел 9-летний пацан с братом. Но потом он в следующий раз пришел не с братом, брат не смог, пришел с мамой. То есть как-то было очень... Меня очень впечатлило его вот это вот, то, что он так сильно заряжен этим всем. Он даже пришел на входе и говорит, поставь мне печать там на лице, там везде, короче, его всего печатями и ставили, он там угорал не меньше других людей. Мне кажется, он угорал больше всех, но были взрослые люди, которые, возможно, даже были с ним наравне. Не знаю, ну, есть там 40-летние дядьки, у нас есть в России одному челу, ему 38 лет, он всей этой музыкой занимается очень давно и в какой-то степени стал сейчас для себя заниматься, до этого для него это было очень важно. Вот. Новых имен практически сейчас нет, остались только олдовые. Вот. Но я думаю, что будет приход еще новых людей. Ну, в любом случае, такая музыка не приносит, наверное, денег. Иногда бывает 1000 рублей. Нет, на самом деле, бывает, можно все это делать так, чтобы монетизировать. Для этого нужен мерч. Ну, там, концерты, если ты сам себе делаешь концерт, вход какой-то платный, то, в принципе, можно заработать какие-то небольшие деньги. Но этого мало, например, там есть там всякие поп-звезды, которые там... Ну, понятно, как и везде, в принципе. Да, ну, я заметил, что есть шансы с этой музыкой хорошо двигаться, просто еще пока. Ну, хочется делать какой-то крутой мерч, там, диски, кассеты, футболки, кучу там, чтобы это было доступно для каждого. И, наверное, на начальном этапе вообще бы хотелось, чтобы это практически просто, ну, как бы было как бы доступно легко. Ваши другие проекты, они похожи на этот проект? Или это что-то кардинально противоположное? Я бы скорее сказал, что я чувствую, ну, как бы сказать, не только я, но еще и другие люди чувствуют мой почерк, но
это это другое вообще понимание. Ну, другие эмоции в музыке и другие атмосферы. Здесь атмосферы таковой нет, она здесь есть, это все так игровая тематика, это все понятно по названию, а вот там что-то уже более такое глубокое. 26 числа вы в Минске играете концерт. Да. Ваш первый концерт в Беларуси. Да, вот, я немножко переживаю. Ну, мы сделали его на неделю, сделали его с бесплатным входом, чтобы каждый мог проникнуться данной культурой. Вот. Но если меня сейчас... Я могу, да, там Да, отдать? конечно. Можете брать своих, так же, как тот 9-летний пацан, своих родителей или братьев старших, и приходить. Ну, я думаю, будет интересно. Во всяком случае, не знаю, ну, просто приходите, все. У любым выпадку вельмі цікава паглядзець на музыку, які карыстаецца не музычнымі інструментамі, а вось такімі прикольнымі мабільнымі тэлефонамі і, як яны яшчэ называюцца, так, прыстаўкамі і, боже, вось гэтая гульня. Я забылася, як яна таксама з кнопкамі. Тетрис, так, і ў Тетрис. І пры гэтым пры ўсім выдаваць яшчэ і музыку, і яшчэ можна патанчыць. Так што 26 чэрвеня ў прасторы ОК-16 адбудзецца канцэрт Геймгейт у Санкт-Петербургу. Упершыню ў Беларусі, збірайцеся. Ну, а вам спасибо большое, что вы к нам зашли. Вот. Все? Да. Я могу напоследок что-нибудь сыграть? Конечно. Так, у меня... Если недолго. Не, недолго, я просто хочу продемонстрировать другую сторону данного звучания. Давайте. Это больше, наверное, дэнди такое было, а сейчас будет Sega. Ну, это для людей, для понимания, для общего. Кто-то же, большинство людей играло в Sega. Я же не буду говорить, что тут FM-ный синтез, там субтрактивный. Так вот. Ща. Ну, остальное 26-го. Так, ОК 16 на канцэрце. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такого вы не чулі» і праект Геймгейт Санкт-Петербургу.